Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха передача «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В следующие 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Как оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД? Рубрика «На месте». Сотрудники ГИБДД дают разъяснения. Световозвращающие элементы для водителей. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит фитнес-тренер Гаврил Винокуров. А в начале выпуска предлагаем вам обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики со 2 по 8 октября зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 2 человека, травмировано 23, в том числе пострадало 4 несовершеннолетних. 3 октября в 13 часов 53 минуты возле дома 69 по улице 50 лет Советской Армии неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Allion, следуя со стороны города Якутск в сторону паромной переправы, участок Даркалах, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Suzuki Servo, в результате чего последний от полученного удара съехал с проезжей части. В момент ДТП в салоне Toyota находились 3 человека. 71-летний водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 6 октября в 19:35 на 154-м километре федеральной автодороги Колыма 23-летняя девушка, управляя автомашиной Toyota Allion, двигаясь с стороны села Чурапча в сторону города Якутска, не справившись с рулевым управлением, совершила съезд транспортного средства с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водители и 2 пассажира, находившиеся в салоне иномарки, получили различные травмы и были госпитализированы в местную больницу. Освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Водительское удостоверение девушка получила в мае этого года. Выяснилось, что на автомобиле были установлены летние колеса. 7 октября около 8 часов вечера в дежурную группу ДПС ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Предварительно было установлено, что на перекрестке улиц Петра Алексеева, Лермонтова 34-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Ractis, следуя со стороны улицы Курашова в сторону улицы Свердлова, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, совершил столкновение с служебным автомобилем скорой медицинской помощи УАЗ, который следовал на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Пояркова в сторону улицы Стадухина. В результате автоаварии получили травму водители и 2 медработника служебного автомобиля. В момент ДТП пациентов в салоне не было. С июля этого года, если авария оформляется без участия ГИБДД, страховщики начали оформлять убытки в электронном виде. Такой способ оформления доступен на портале госуслуги, а более подробнее мы узнаем в следующем сюжете. В текущем 2023 году вступили изменения, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности. Основное изменение коснулось сроков, на которые можно заключить страховой полис. Если раньше этот срок составлял от 3 месяцев до года, то сейчас законодатель принял решение о снижении сроков страхования, начиная от 1 месяца. Это с чем связано? В связи с тем, что коэффициенты по страховке рассчитываются в том числе и в привязке к географической местности, где эксплуатируется автомобиль и так далее. Люди покупают машины, продают машины, соответственно, перегоняют в другие регионы, там применяется другой коэффициент, то есть размер страховой выплаты, страховой премии и так далее. Ну, страховая премия-то она остается, а вот страховые выплаты, значит, по ОСАГО, они могут значительно разниться. Допустим, у нас климат более суровый, соответственно, здесь коэффициент более высокий, нежели, допустим, в том же самом Приморье и так далее. Вот. В этой связи законодатель принял решение о снижении, значит, пошел навстречу людям, как говорится, да, и снизил период, с которого можно начинать страховать свою ответственность. Помимо этого внесены изменения по оформлению для выплат по ОСАГО. Сейчас это можно сделать в электронном виде. Начиная от момента ДТП, который оформляется на месте. Для этого необходимо, чтобы хотя бы у одного из водителей была учетная запись на госуслугах и имелась квалифицированная подпись. Значит, можно все это оформить непосредственно на сайте страховой компании, либо в приложении госуслуги авто. Значит,
Даже если у одного водителя есть приложение, у другого есть подпись, даже в этом случае законодатель сейчас определил, что можно оформить все это на месте непосредственно, как говорится, не отходя от кассы. При наличии 2 квалифицированных подписей оформление проходит на устройствах обоих водителей. Необходимо помнить, что при составлении Европротокола не должно быть пострадавших людей, не должно быть пострадавших, значит, и повреждения имущества третьих лиц, то есть это ограждение, допустим, там какие-то заборы и так далее, то, что относится к имуществу третьих лиц. Вот. В ДТП участвуют не более 2 машин, поскольку Европротокол подразумевает под собой только 2 подписи участников ДТП. В течение 5 минут после передачи уведомления о происшествии в личный кабинет участника ДТП должно прийти уведомление со страховой компании о том, что они получили уведомление. После приложения к Европротоколу фото и видеоматериалов в течение часа страховая компания должна сообщить о достаточности либо недостаточности документов, которые были представлены для страховой выплаты. Пилотный проект продлится до 1 января 2024 года. После этой даты все страховые компании должны работать в данном формате в обязательном порядке. Конец осени для автомобилистов из-за погодных условий может быть полон опасности. Это и гололед, это и низкая видимость. Все то, что чревато как для водителей, так и пешеходов. В такие моменты нужно быть особо внимательными на дорогах и, конечно же, вовремя подготовить машину к таким условиям. О всех тонкостях подготовки нам расскажет сегодня Владимир Ощепков, инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения, Управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции. Владимир, приветствую. Приветствую. Ну что ж, давайте начнем, наверное, со статистики. Есть ли статистика касаемо ДТП, которые происходят в гололед? Опять же, что это за собой несет? Ну, у нас статистика как таковая общая идет в любом случае. Но если смотреть по этой статистике, которая у нас общая ведется, да, по динамике, да, и в особенности межсезонье, так, промежуточный сезон, да, ну и получается, вот как у нас недавно было, да, показывает опять же о том, что в этой общей цифре динамика увеличивается, когда у нас погодные условия ухудшаются, ну и, соответственно, дорожная обстановка, опять же, у нас бывает трудная из-за гололедицы, которая образуется на проезжей части, да, ну и, соответственно, из-за осадков, которые у нас проходят, ну и как раз в межсезонье у нас в дневное время тепло, ну а в вечернее время, ну и ночью, соответственно, похолодание, и, соответственно, на дорогах на проезжей части образуется гололедица, так называемый гололед. Ну и поэтому у нас именно по статистике, если посмотреть, то у нас столкновение увеличивается практически в 2 раза. Ну и, соответственно, увеличивается по статистике съезды с дорог. То есть это не только в городах, да, в деревнях, и также у нас на трассах, опять же, появляются такие дорожно-транспортные происшествия, как съезды с дороги. Вылетает очень часто в кювет. Да, если по-простому говорить, это, опять же, водитель не справляется с управлением, и, соответственно, машина вылетает в кювет. Ну, несомненно, что из числа участников дорожного движения как раз-таки наибольшую опасность будет представлять автомобилист за рулем автомобиля. Какие советы вы бы хотели дать вот как раз-таки тем, кто садится за руль? Ну, в первую очередь, конечно, опять же, кто садится за руль, в первую очередь, ну, нужно посмотреть техническое состояние своего транспортного средства. Это в первую очередь, конечно, резина в данный период времени. То есть уже, в принципе, резину можно и нужно менять не только, когда уже на дорогах образуется гололедица, а уже можно менять тогда, когда уже температура, то есть погода, опять же, снижает температуру, соответственно, где-то +5, никак, ни в коем случае не минус, да, в плюсовую температуру уже в +5, +7, в это время уже желательно поменять летнюю резину на зимнюю и, соответственно, уже обезопасить себя заблаговременно, и тогда, когда вас застанет уже, так сказать, непогода, да, вы уже будете, можно сказать, готовы к этому. Хорошо, переобувка колес — это обязательно. Что да, еще? В обязательном случае. Ну и также, соответственно, если вы собираетесь, опять же, следовать на дальние расстояния, то тут уже нужно посмотреть, опять же, техническое состояние транспортного средства, можно сказать, практически полностью, начиная с тормозной системы, заканчивая жидкостями. Если мы говорим о пешеходах, какие же советы будут для них?
Ну, пешеходам, соответственно, опять же, следует переобуваться, то есть носить соответствующую обувь. Ну и Переобувка касается да, пешеходов переобувка тоже. также касается у нас и пеших участников дорожного движения. Ну и основная это задача, можно сказать, да, ну и безопасность пешехода, это внимательность, и также нужно переходить дорогу только после того, как вы убедились в безопасности своего перехода. Мгм. Конечно же, в том числе одним из основных направлений деятельности ГИБДД лично вас это профилактика. Какие действия принимают со стороны уполномоченных органов для того, чтобы минимизировать как раз таки аварийность? Ну, у нас, получается, посезонно проходит, как сами знаете, оперативно-профилактические мероприятия, которые, опять же, нацелены на снижение уровня количества дорожно-транспортных происшествий. Да. Ну и также мы усиленно работаем не только на мероприятиях, да, но и также проводим различные встречи не только с организациями, но и сейчас у нас уже начался учебный процесс, и, соответственно, мы уже проводим профилактические мероприятия, ну и беседы, соответственно, с детьми, ну и не только с детьми, так как в школу у нас ходят, опять же, учителя, которым тоже, соответственно, нужно объяснить, каким образом они должны объяснять детям, да, ну и также проводим беседы с родителями. То есть, как на родительских собраниях, также объясняем и показываем, можно сказать, на примере, как следует применять те или иные световозвращающие элементы, и также по поводу применения детских удерживающих устройств. Это, несомненно, важно. Ну что ж, мы вновь вас благодарим, Владимир, и вновь, конечно, желаем успехов и терпения в вашей нелегкой работе. А мы продолжаем. В нашей следующей рубрике сотрудники ГИБДД дают разъяснения на месте, где у автолюбителей возникает сомнение при проезде того или иного участка дороги. С конца августа в городе Якутске рядом с площадью Орджоникидзе открыт обустроенный участок на перекрестке улиц проспект Ленина и Дзержинского. Заметно, что не все автолюбители замечают и игнорируют дорожные знаки, которые, в свою очередь, не поменялись, тем самым нарушая правила дорожного движения. Ну и также в нарушении правил дорожного движения, а именно дорожного знака, который обозначает поворот только направо, также не следует. Да? Ну и поэтому хотелось бы, конечно, объяснить водителям, ну и еще раз напомнить то, что на данном участке остался дорожный знак поворот только направо, то есть проспекта Ленина, если вы следуете со стороны Хабарова, то вы можете проехать только в сторону улицы Дзержинского. Ну а те водители, которые управляют транспортным средством со стороны Черяева по улице Дзержинского и хотят заехать на проспект Ленина, то данные водители могут уже заехать на проспект Ленина с левым поворотом. Ну и на данном участке уже обустроен светофорный объект. Соответственно, опять же, появились у нас регулируемые пешеходные переходы, где следует, опять же, водителям быть более внимательными, и особенности в темное время суток. Ну и также следует соблюдать правила дорожного движения именно не только дорожных знаков, но и также на данном участке у нас уже обустроена сплошная линия на дорожной разметке. То есть водители, которые выезжают с проспекта Ленина, как я сказал, с Хабарова, также на участке проспект Ленина, на перекрестке, да, уже лежит разметка сплошная. Ну и, соответственно, которые поворачивают, хотят заехать на проспект Ленина со стороны Черяева, то у них уже разметка, в принципе, уже дает возможность повернуть налево перед светофором на проспект Ленина. Ну и остальные, получается, также должны следовать не только дорожным знакам, но и разметке на проезжей части. Световозвращающие элементы для пешеходов, особенно в условиях недостаточной видимости в темное время суток, это необходимость. Законом также установлено, что водители должны одевать жилет или накидку со световозвращающими элементами при вынужденной остановке на обочине или в случае дорожно-транспортного происшествия. Нужно также отметить, что данная норма ПДД является определяющей порядок поведения участников дорожного движения, то есть за ее несоблюдение административной ответственности не предусмотрено. Но в целях собственной безопасности надеемся, что водители будут выполнять эту норму правил дорожного движения.
По данным ГИБДД, в год в нашей стране погибают около полусотни водителей, которых сбили на дороге рядом с машинами. Причина банальна, людей попросту не замечали. В светоотражающем же жилете водителя будет видно издалека. Соответственно, риск ДТП существенно снижается. Существуют условия, когда жилет надо надевать обязательно. Главным образом речь идет об остановке на обочине вне населенного пункта ночью, от конца вечерних сумерек до начала утренних. Также жилет нужно использовать и при тумане, снегопаде, сильном дожде, когда видимость дороги составляет менее 300 метров. В случае ДТП выходить из машины также необходимо в светоотражающей одежде. Допустим, если водитель остановился за городом, получается, да, вне населенного пункта на трассе, когда, допустим, он на обочине делает ремонт, либо остановился, вышел посмотреть, да, машину, грубо говоря, в любом случае он, когда выходит из транспортного средства, тогда он должен надевать на себя световозвращающий жилет, чтобы отметить себя, ну, так сказать, чтобы для других водителей, чтобы он был уже более заметным. Ну и, соответственно, если у него, допустим, спустило колесо, когда он ремонтируется, другие участники дорожного движения, то есть водители, заметили его заблаговременно, ну и предприняли меры для снижения скорости, ну и, соответственно, объехать его. Это не обязательно может быть жилет. Приветствуется жилет-накидка или куртка. Главное, чтобы на одежде присутствовали светоотражающие полоски по правилам системы стандартов безопасности труда. Водителям необходимо иметь в салоне светоотражающую одежду на случай внештатной ситуации на трассе. В противном же случае нарушителям грозит штраф. С удовольствием хочу приступить к нашей любимой и постоянной рубрике, где житель нашего города отвечает на вопросы, связанные со знанием правил безопасности дорожного движения. Сегодня в нашей студии свои знания проверит Гаврил Винокуров, фитнес-тренер. Всем привет. Гаврил, здравствуйте. Ну Здравствуй. что, поделитесь, пожалуйста, какой категорией водительских прав вы обладаете, какой стаж, на чем ездите и как часто ездите в Гололедец? Так, ну, категория Б, стаж получается, ну, точно уже не помню, 2016-17. Вот. Уже в протяжении сколько? Ну, 7 лет. Ну, езжу на 570-й. Вот, шины меняю. Ну, есть летние. Заблаговременно. Да, есть летние и зимние. Итак, тест у нас по традиции выбирает в себя 10 вопросов. Хорошо. Стандартные вопросы. Я думаю, ничего сложного. Ну что ж, начнем. Итак, первый вопрос. Разрешен ли вам такой маневр при выключенных реверсивных светофорах? Первый вариант разрешен, второй разрешен, если нет встречных транспортных средств, третий разрешен только для обгона и четвертый запрещен. Ну, я точно уверен, что это четвертый вариант, так как светофор не работает, и мотоциклист ну, выезжает как бы на встречную. Если светофор не работает, это очень опасно. Ваш ответ – вариант номер 4. Хорошо, едем дальше. Обязан ли в этой ситуации водитель, останавливавшийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Первый вариант – обязан, второй – обязан, если неисправна аварийная сигнализация, третье – не обязан. Если нету знака парковки и ты останавливаешься, то ты должен уведомить то, что это аварийная остановка. Хорошо. Итак, ваш ответ – вариант номер 1. 1. Третий вопрос. По какой траектории вам разрешено продолжить движение налево? Первый вариант только по А, второй только по Б, третий по любой из указанных. Так, ну, по любой из указанных. Ваш вариант ответа номер 3. Номер 3. Следующий вопрос. К резкому торможению можно прибегнуть. Первый вариант – для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда зеленый сигнал светофора сменился на желтый. Второй – для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. И третий – в обоих перечисленных случаях. Второй вариант. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Можно резко тормознуть перед светофором, но я думаю, не резко останавливается, да? А постепенно. Ваш вариант номер 2. Второй вариант. Далее. Кто из водителей нарушил правила остановки? Первый вариант – оба, второй – только водитель автомобиля, третий – только водитель мотоцикла, четвертый – никто не нарушил. Так, ну,
Оба нарушили, так как, ну, если, как мы видим, машина должен проехаться с правой стороны, а он почему-то стоит с левой стороны, а мотоциклист почему-то вот в центре дороги стоит. Ну, оба нарушили. Вариант номер 1. Да. Едем далее. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Первый вариант — 1 полосу, второй — 2 полосы, третий — 3 полосы. Ну, как я знаю, тут у нас получается 2 полосы, ну, левая и правая, ну, то есть раз, два. Хорошо. Ваш вариант, ответ Второй. это номер 2. Да. Следующий вопрос. Каким транспортным средством разрешено движение прямо? Первый вариант — только грузовому автомобилю, второй — легковому и грузовому автомобилям, третий — грузовому автомобилю и автобусу, четвертый — всем перечисленным транспортным средствам. Ну, вот у нас есть указатели, это светофор, да, легковая налево, грузовой прямо, автобус ждет сигнала своего. Ну, прямо только поедет грузовая. То есть это какой? Только первый вариант. Ваш ответ — вариант номер 1. Да. Принято. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Первый вариант — обязаны, второй — обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства, третий — не обязаны. Так, ну, если это поворот, ну, и как бы с левой стороны там тоже движение, да, машины, да, я должен показать поворотники и повернуть направо. То есть обязан, первый вариант. Хорошо, едем далее. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Первый вариант — разрешено, второй — разрешено только после проезда перекрестка, третий — запрещено. Знак главной дороги, да, разрешено, нету полос. Ваш ответ — вариант номер 1. Да, номер 1. И, наконец, последний вопрос. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? Первый вариант — быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения. Второй вариант — выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. И третий — нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения. Так, ну тут получается быстро, но плавно я поворачиваю в сторону заноса и через рулевым колесом я поворачиваю в сторону движения. Ну, первый вариант. Первый вариант. Да. Услышали мы ваши ответы на вопросы теста, а как раз-таки их правильность проверит инструктор учебного центра «Фаворит» Денис Федоров. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Разрешен ли вам такой маневр при выключенных реверсивных светофорах? Вы ответили запрещен. Все верно? Верно, верно. Ответ правильный. Запрещено, так как реверсивное движение у нас было выключено. И мы не имели права никакого перестраиваться на левую полосу движения. Обязан ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Вы ответили обязан. Все правильно? Правильно. В данном случае у нас в картинке была остановка и стоянка запрещена. Но при неисправностях мы обязаны выставить аварийный знак при 15 метров. То есть вы ответили правильно. По какой траектории вам разрешено продолжить движение налево? Вы указали правильный ответ 3. По любой из указанных. К резкому торможению можно прибегнуть. Вы ответили ответом 2. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Ответ правильный. Кто из водителей нарушил правила от остановки? Вы ответили оба. Все верно, оба. Так как с левой полосы движения в направлении вперед запрещено выполнять остановки, а мотоциклист, имея обочину, не съехал с них. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? То есть тут видим на картинке о том, что мотоциклисты стали в одной полосе, создавая две, но им вот это не запрещает. То есть у нас имеется разделительная полоса. Все правильно ответ. Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?
Вы ответили только грузовому. Все верно, так как у нас на светофорах имеются индикаторы в направлении движения. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатель правого поворота? В любом случае мы это обязаны. Несмотря, хоть мы повернем налево, направо, движемся по главной дороге, в любом случае мы обязаны включить указатель правого поворота. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Вы ответили «разрешено». Так как у нас имеется знак «главная дорога», но если бы не было знаки главной дороги, мы бы не имели права его обгонять. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? Все верно. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Гаврил ответил все верно на все 10 вопросов. Ошибочных вопросов нету. Поздравляю, вот это отличный результат. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!